В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В современном мире вопросы финансовой грамотности становятся все более актуальными. С нынешнего года принята новая федеральная стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, которая будет действовать до 2030 года. О финансовой культуре мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Лариса Павлова, заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Лариса Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как мы с вами сказали, что такое финансовая культура и чем же она так важна, и особенно сегодня? Да, действительно, с 2024 года вообще в Российской Федерации реализуется стратегия финансовой грамотности до 30 года, всероссийская стратегия. И во главу угла у нас теперь встает не только воспитание финансово грамотного человека, а воспитание финансовой культуры в обществе. В чем отличие финансово грамотного человека от внедрения финансовой культуры? Финансово грамотный человек имеет определенные навыки и знания, а финансовая культура подразумевает под собой определенное поведение человека, которое направлено в первую очередь, нацелено на ответственность самого человека по отношению к своим личным финансам. Это значит применение тех знаний и навыков для того, чтобы он формировал свои личные финансы, формировал свои долгосрочные сбережения, формировал и, самое главное, противостоял финансовому мошенничеству и был ответственен именно лично сам за свою жизнь и за свои финансы. И с этого года стала действовать программа долгосрочных сбережений. Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее об этом, и вот это все-таки часть финансовой культуры. Да, формирование долгосрочных сбережений действительно является одним из разделов формирования финансовой культуры. Если вообще углубиться в историю, то, наверное, все слушатели знают, что до 2013 года действовала такая часть нашей пенсии, как накопительная страховая пенсия. Потом эта программа, она завершила свое существование, и, в принципе, эта часть пенсии была заморожена. А в настоящее время вот правительство Российской Федерации возобновило эту программу, и теперь каждый житель Российской Федерации может данную часть накопительной страховой пенсии перевести в программу долгосрочных сбережений. Вот эта программа очень выгодна для населения в том плане, что государство какую-то часть вложений софинансирует до 36 тысяч в год, в том числе до 54 тысяч в год вы можете получить налоговый вычет от этой суммы. Кроме того, когда вы вкладываетесь в эти долгосрочные сбережения, то, естественно, вы получаете и какую-то процентную ставку. В том числе эти долгосрочные сбережения, они наследуются, переходят по наследству и не пропадают. И я бы, пользуясь случаем, хотела бы сказать, что очень удобно узнать об этой программе. Вы можете, зайдя, например, в личный кабинет государственных услуг. Там очень подробно написано, как вступить в эту программу, какие условия по этой программе. И, значит, там даже можете рассчитать ту сумму долгосрочных сбережений, которую вы получите. Вообще, вот эта программа, она рассчитана для того, чтобы жители могли получать какую-то доплату к своей общей пенсии по достижении своего пенсионного возраста, начиная с достижения пенсионного возраста с 55 лет. Или же после 15 лет, как вы будете участвовать в данной программе. Досрочно, без потери процентов и так далее, вы можете забрать вот эти сбережения в том случае, если у вас есть какие-то такие веские причины для того, чтобы забрать данную сумму из программы долгосрочных сбережений. Ну, это что касается взрослых людей. А вот, скажем, о детях, да? Как важно прививать финансовую грамотность с детства? И вы говорили о школьном инициативном бюджетировании. Можете рассказать, как эта программа сегодня реализуется и насколько дети и школьники
все-таки интересуются вопросами финансов, ну, вот именно сегодняшние дети? Вообще Министерством финансов финансовая грамотность и мероприятия по финансовой грамотности реализуются уже начиная с 2012 года. Но только с 1 сентября 2022 года уроки финансовой грамотности полностью вошли в федеральный образовательный стандарт. И сейчас элементы финансовой грамотности, уроки финансовой грамотности преподаются повсеместно во всех общеобразовательных школах и российских, и в нашей республике. И вот сейчас Министерство финансов подключилось и реализует такую программу, как школьное инициативное бюджетирование. Что это такое? Это активное вовлечение школьников в бюджетный процесс. То есть мы даем школам определенное количество бюджетных средств, которые они распределяют по усмотрению самих школьников. Вот если сказать это так по-простому. В прошлом году, в 2023 году, республиканский бюджет выделил на эти цели 3 миллиона рублей. И у нас в пилотах было 10 школ по 300 тысяч рублей. Говоря по-простому, вот если в какой-то определенной школе дается сумма в 300 тысяч рублей, и школьники сами выбирают те проекты, на которые бы они хотели расходовать эти средства. И на самом деле такой был взрывной интерес к этому проекту. Школьники очень активно подключились к этому процессу, выбирают очень интересные проекты. И в прошлом году у нас был организован фестиваль школьных проектов. И действительно мы увидели, что школьники у нас очень инициативные. И в процессе выбора проектов они получают финансовые знания, потому что они применяют такие инструменты, как договорные отношения, они находят подрядчиков, они сами формируют смету расходов, узнают цены на какие-то материалы. Это очень интересный проект, и поэтому правительство нас поддержало, вот эту инициативу. И в 2024 году мы уже удвоили сумму, и у нас к распределению 6 миллионов рублей предусмотрено в государственном бюджете. И также в декабре у нас состоится фестиваль школьных проектов. Я думаю, что можно считать еще одним качеством, да, финансово грамотного человека способность противостоять мошенникам. Вот сегодня все больше вести о том, что мошенники снова обманули граждан. Вот как у нас обстоят дела с этим сегодня? Ну, хотелось бы, пользуясь случаем, донести до граждан, что сейчас в республике ситуация с финансовым дистанционным мошенничеством не очень хорошая. В 2023 году у нас был взрывной роста дистанционных мошенничеств, и у нас была удвоена сумма, и она приблизилась практически к 1 миллиарду рублей, та сумма, которую похитили у наших граждан финансовые дистанционные мошенники. В этом году был принят правительством план мероприятий, комплексный план, который предусматривает большое количество мероприятий, и мы работаем вместе с МВД, с прокуратурой, с Национальным банком Республики Саха-Якутия, с правительством, с органами исполнительной власти. И вот до обеда состоялся как раз форум по этой тематике, и мне отрадно было осознавать, что такого взрывного роста в 2024 году уже нет. Поэтому я думаю, что все-таки вот эти профилактирующие мероприятия, они дали свои плоды, и действительно, конечно, такого значительного уменьшения нету, но мы остановили взрывной рост более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Я считаю, что это большое достижение. Но вот по выступлению МВД я могу сказать, что на самом деле мы с вами все подвержены опасности, что у нас могут похитить средства дистанционные мошенники, потому что они применяют различные психологические приемы. И действительно, по советам психологов, как вот выступил представитель МВД, они же провели исследование, почему люди, которые слышали о мошенниках,
о том, что они читали, они слышали вот предупредительные там какие-то передачи, статьи. Тем не менее, они все равно попадаются на уловки дистанционных мошенников. Это случается потому, что когда человека вгоняют в такое состояние, вот как действуют они, да, под психологическим давлением у человека отключается определенная, зона головного мозга, и он уже не осознает тех действий, которые он делает. Вот поэтому мой такой совет всем людям, которые слушают сейчас нашу передачу, в том, чтобы они вообще не отвечали на звонки с незнакомых телефонных номеров. Вот это, я думаю, вот очень такой совет, действительно не вступать с ними в контакт. Потому что как они будут действовать, как будут воздействовать, чем они могут, они очень хорошо подбирают ключи каждому человеку персонально. Поэтому вот мой совет просто не отвечать на звонки телефона с незнакомых номеров. Да, у нас бывали гости с МВД, и они говорили, что прежде чем человеку позвонить, они его и изучают, анализируют и именно понимают, на что можно надавить. Вот расскажите зрителям, как же все-таки уберечься, вот, помимо того, чтобы не брать с незнакомых номеров звонки, вот, может быть, ходить на какие-то образовательные, на профилактические мероприятия, самим подходить, узнавать, куда-то подходить. Ну вот возвращаясь к первой части нашего разговора, да, формирование культуры. Это, во-первых, ваша личная ответственность, наша личная ответственность. Во-первых, мы должны, конечно, смотреть за этой повесткой по финансовому мошенничеству и, конечно же, заботиться о своих близких людях, о своих бабушках, дедушках, о своих родственниках, внимательно смотреть за своими коллегами, профилактировать вот эти случаи. Вот недавно появился еще новый совершенно, ведь мошенники идут впереди нас. Недавно появился вот такой изощренный метод мошенничества. От имени вашего родственника или знакомого вам приходит сообщение: посмотри вот эту фотографию. Вы открываете фотографию, а это не фотография, это, значит, фишинговая ссылка, по которой вы проходите, и в ваш телефон попадает вирус, с помощью которого злоумышленники проникают в ваш мобильный банк. И через несколько минут они могут увести деньги с вашего счета банковского. И поэтому вот мой совет: во-первых, не открывайте никакие ссылки, не берите телефонные звонки, установите, пожалуйста, определенные приложения, которые, значит, распространяют все практически банковские структуры. Очень хорошее приложение Сбербанка. Практически 80% мошеннических звонков отсекается. Потому вы будете видеть только реестр, кто вам звонил и какой звонок был заблокирован. И будете получать сообщения. И по вашей воле уже будет брать или не брать трубку. Что ж, Лариса Афанасьевна, спасибо, что пришли к нам в гости и ответили на наши вопросы. Я думаю, это было полезно как для нас, так и для наших зрителей. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.